Живи по совести и вере, люби людей, твори добро. Богатство, злато, серебро не приведут желанной цели. Если я вижу, что Аллах дарует кому-то много милостей, это не означает, что он близок к Аллаху. Если я получаю много милостей, это не означает, что я близок к Аллаху. Если Аллах дал вам хороший дом, Аллах дал вам приличную зарплату, Аллах дал вам работу по душе, Аллах дал вам прекрасную жену, детей или прекрасного мужа, и вы думаете, альхамдулиллях, все складывается хорошо для меня. Должно быть, Аллах любит меня. Нет. Это не является признаком того, что Аллах любит вас. Точно так же, если у человека бедный дом, это не значит, что Аллах его не любит. Если человек живет в такой части города, в которой люди обычно не живут, или если у него жена, которая его пилит, или у него дети, которые всякий раз, входя в дом, хлопают дверью, и у него нет никакого мира в жизни, неоплаченные счета, на которые не хватает зарплаты, и вы пытаетесь сравнивать себя с ним, говоря, Аллах любит меня, а этого человека не любит, то вы совершенно не правы. Если вы думаете, Аллах любит меня, должно быть, Аллах любит меня из-за того, что... Так сказали мне люди. Например, люди сказали мне, Маша Аллах, ты хороший человек, у тебя хорошее сердце, ты хороший брат, Маша Аллах, ты всем нравишься, все тебя любят, все хотят познакомиться с тобой. Если вы думаете, что это признак того, что Аллах Азза ва Джаль близок ко мне, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. И если я так думаю, я абсолютно ошибаюсь. Люди могут думать все на свете, и неважно, как они хвалят тебя. Ты можешь быть человеком, который в глазах людей является человеком, который не сделал ничего плохого. И они всегда говорят о тебе хорошее. Говорят, какой ты замечательный человек. И в то же время вы можете подумать, что когда они сплетничают о ком-то другом, судачат за глаза о ком-то другом, то это значит, что этот человек, должно быть, отдалился от Аллаха. Нет, нет, нет. Так не судят. Мы не можем так судить. Богатство в этом мире не показывает любовь Аллаха. Кто бы ни был богат, это не признак любви Аллаха. Кто бы ни был значимой персоной, с хорошей семьей, хорошим именем, семья которого уважаема в обществе, это не значит, что Аллах Азза ва Джаль близок или далек от него. Это не значит ничего. Почему? Потому что Аллах Азза ва Джаль то же самое делает для неверующих. Делает это для тех людей, которые даже не верят в Него, которые ругают Его, говорят о Нем ересь. А Аллах дает им прекрасные дома, Аллах дает им массу достоинств, у кого-то из них они есть, у кого-то нет. Это как, например, растут деревья. Посмотрите на любое поле, вы не увидите ни одного одинакового дерева. Вам нужно 10 деревьев, вы посадили 10 семян, 10. И вы посадили их в паре метров друг от друга. 10 семян, одинакового размера, в точности одинакового веса, и вы посадили их. На этот клочок земли прольется тот же дождь. На тот же самый клочок земли будет светить то же солнце на протяжении скольки-то лет. И когда эти 10 деревьев вырастут, будут ли они одинаковой высоты, да или нет? Нет, они не будут в точности одинаково высоки. Видите, это творение Аллаха. Вы пытаетесь построить, вот у вас дерево. Вы взяли тот же кусок дерева, наняли того же плотника, и вы поставили перед ним задачу сделать те же 10 объектов. Взгляните на колонны. Видите, архитектор, строитель сделали эти колонны одинаковыми. Одного размера, одной высоты. Так вот это то, как мыслит человек, мы с вами. Но Аллах не смотрит так на вещи. Если Аллах желает кому-то что-то дать, Он дает. Аллах говорит: кому Аллах пожелает, Он расширяет удел, а кому желает, сужает его. Дело не в том, что думаете вы или я. Дело в том, как на это смотрит Аллах, а Он не судит по этим вещам. Так что я хочу сказать? Я хочу сказать, что многие вещи, о которых мы думаем, что это признаки близости к Аллаху, неправильны. Как мне узнать, близок ли я к Аллаху, Азза ва Джаль? Как мне это узнать? Большой вопрос. Как узнать, близок ли я к Аллаху? Это большой вопрос. Близок я к Аллаху или нет? Я не должен смотреть на дары, которые Аллах дает мне, на то, что у меня есть, на милости, которые Аллах дал мне. Нет. На что же смотреть? Я должен смотреть на... Вот сердце, которое у нас есть. Сердце, которое есть у меня, сердца, которые есть у вас. И есть любовь в них. В них есть любовь. И в них есть ненависть.
Любовь, которая есть в моем сердце, то, что я люблю. Соответствует ли это тому, что любит Аллах? Любит ли мое сердце вещи в моем сердце, которые я люблю? Те ли это вещи, которые любит Аллах? И то, что есть в моем сердце из того, что я ненавижу. Те же самые ли это вещи, которые ненавидит Аллах? Это первый пункт номер 1. И пункт второй это вещи в моем сердце, которые я люблю или ненавижу. Сколько по времени? В течение дня, в течение недели, месяца, года. На протяжении какого времени это соответствует тому, что любит Аллах? И вещи в моем сердце, которые я ненавижу. Сколько по времени в течение дня, в течение недель, месяцев, лет? Насколько продолжительно они соответствуют тому, что ненавидит Аллах? Насколько? Вот на этих весах, если вы взвесите самих себя, вот тогда вы поймете, насколько вы близки к Аллаху или далеки от Него. Я сейчас здесь говорю о том, о чем нам нужно всерьез поразмыслить. Например, каждый из тех, кто здесь сидит, все вы любите намаз, да или нет? Ну же, да или нет? Да, мы все говорим, да, мы любим намаз. Сейчас время асра, и все пришли. Если бы не любили намаз, не пришли бы. Пока папа не даст вам подзатыльник и скажет иди в мечеть. Хотя это другой, да? Но вы любите намаз, поэтому пришли, хорошо. То есть в этом случае Аллах любит намаз, мое сердце любит намаз. И я прихожу в мечеть и читаю здесь намаз, альхамдулиллах. А потом магриб. Да, мы любим магриб. Айша, мы любим айша, альхамдулиллах. Но как насчет ночи, когда мои веки наливаются тяжестью, мое тело устало, мои мышцы, мое тело ноет. Мне действительно нужно отдохнуть. И подушка так близко, и кровать такая удобная, и температура прямо между 21 и 23 градусами. И будет так здорово прилечь всего на 10 минут перед тем, как я пойду на айша. И шайтан говорит... Да, напрямую я его не слышу. Но шайтан говорит 10 минут, 10 минут, 10. Приляг, давай. И вот наступила айша. Что любит Аллах? Что Аллах любит? Аллах любит, чтобы я поднялся для чего? Для айша. А любовь в моем сердце говорит еще пару минут. Еще 3 минуты. Сейчас встану. Еще 4 минуты. И в следующую минуту ушел. Я уснул. Любовь в моем сердце в этом случае. Совпала ли она с тем, что любит Аллах, да или нет? Эта жизнь лишь миг один, прыть жизни будущей и вечно. Не будь же глупым и беспечным, не делай зла и бед другим. Живи по совести и вере, люби людей, твори добро. Богатство, злато, серебро не приведут желанной цели.